Сегодня будем робить испыт гидроаккумулятора IBO на 80 литров. Первое, что мы сделаем, это подадим на его тиск у 6 атмосфер. А помпа водолей с гэтым не справится, она нам даст 5. А вот помпа ручаёк может справиться. Мы ее отремонтовали, каб она там не сорвалась, и паспрабуем, и поглядим, как все будет працаваць. Ручайком мы натиснули 6 килограмм. И одразу убачили, где у нас что тячэ. Тут все выдатно, все добро. Ось тут у нас нечто там просекает, треба потиснуть. Ось тут. За 7 хвилин ручаёк нам натиснул 6 атмосфер. Зараз померяем, сколько же это литров вошло у нашу гидрофору. Коли мы скинули тиск на атмосферу знешым, воды атрымалася 7 литров з гидрофоры. Зараз мы скинем з 4 до 3 и так само подлічым. З 4 до 3 у нас дельта атрымалася 8 литров, выдал бак. Помеж 3 и 2 атмосферами у нас вышло 12 литров. Идем далее. Помеж 2 и 1 атмосферой у нас атрымалася 19 литров гидрофора вычислила. Зараз мы ее полностью опустошим и подлічым, колькі ўсяго ёй было литров. Мы зрабілі з сынам іспыт гэтага бака. У нас атрымалася, што пры ціску ад 0 до 5 атмосфер у яго улілася 47 литров воды. Но гэта такі ціск дастаткова высокі, і мы ім карыстацца не будзем. Хутчэй за ўсё мы будзем прыкладна карыстацца з 3 до 2, альбо с 3 до 1, потому что тут самый большой запас воды, отрымается 31 литр. Ну и карацей, вот бак у нас 80 литров написано, а мы будем карыстаться 31 литром, потому что высокий циск не потребны, на что там испытывать свои злучения, свои шланги, краны, хай будет каля 3. И 80 такая лічба атрымаецца только калі саму ёмістасць бака сложить з ёмістасцю гумавай мембраны, якая ідзе да гэтых бака. Тогда будет прыкладна 80 литров. Тому то, что написано, верыць не абавязкова. Амаль у палову, нават болей, 31 литр, это, ну, даже не 40. Вот что показал наш испыт.